А тут он зачем-то с Питера переехал сюда. Кто-то думал, что я там, долго думали, что я проект Министерства по туризму, что меня проплатили, чтобы я приехал и даже развивал так. туризм в Якутии. Что же такого произошло, что ты решил отказаться, можно даже так назвать, да, от своей той прежней жизни и начать писать свою историю заново? Но я тогда помню, как сейчас, на самом деле, свои чувства. То все равно же люди находятся в какой-то своей матрице и боятся выйти из этой Вот, матрицы. да. Вот про эту матрицу я всем и говорю. Я даже рекомендую людям, если ты не можешь придумать план, перечеркни все и строй заново. Мы сейчас не снимаем. Добрый день, у меня сегодня очень интересный гость Игорь Ермаков. В миру больше известный Эркин питерский якут. Да? Да. Здравствуй, Игорь. Здравствуйте. Игорь Ермаков, больше известный как Эркин Питерский, видеоблогер, путешественник, влюбленный в Якутию. Окончил Государственный университет аэрокосмического приборостроения. Долгое время работал в сфере недвижимости. 3 года назад приехал в Якутию по переводу и остался. Сегодня Игорь имеет более 45 тысяч подписчиков. Первое видео набрало более 600 тысяч просмотров. За 2 года после переезда в Якутию из Санкт-Петербурга Игорь Ермаков сумел заслужить народное признание за свои оригинальные, искренние, наполненные особенным смыслом видеосюжеты о Якутии. Игорь или Эркин, как тебе больше удобнее, комфортнее? Но уже Эркин стало комфортно, особенно здесь, в Якутии. И многие друзья меня только так и называют Эркин. Ну, кто Саха, допустим, да, у меня много друзей стало именно вот местной народности, представителей, скажем так. И вот Игорь практически не слышу уже. Да, многие, по-моему, не Мне знают это- твое настоящее Ну, кто-то имя. даже не знает, да. Мгм. И, А вот когда ты подбирал себе псевдоним, чем руководствовался, кто тебе подсказал? ну, когда я выбирал, я вообще даже не с кем, наверное, было советоваться. Я только-только приехал в Якутию, и настолько меня все, что я видел, покорило. Это было вот, ну, ноябрь, да, и тут же зима лютая стала через неделю, ну, под 40, да. То есть я такого вообще никогда не испытывал, у меня был шок. И я вот в тот момент подумал, почему бы это все не снимать, да. И вот и решил, что надо псевдоним какой-то. Ну, канал создать, псевдоним, что-то придумать. И стал думать, хочу якутское имя. И как-то дальше думаю, надо Эркин, питерский якут. О, классно. И вот создал канал. Сейчас вот у меня как-то пришло оно. И на самом деле я к этому сейчас так отношусь, что пришло, потому что я-то потом узнал, что это имя значит, когда уже появился канал, мне стали писать, я понял, что по-якутски это так не значит, честно, это вот, я не знаю, откуда этот ресурс это взял, до сих пор это есть, я проверял, смотрел, эта ссылка до сих пор где-то висит. И вот здесь это другой термин, вот 4 стены, например, да, какая вот, ну, что-то поддерживающее, как вот, ну, стены, потолок, например, ограды это тоже. Это тюркское имя, оказывается. Мне стали писать из разных других тюркоязычных народов, что вольный, свободный, защитник, стена, и мне вот пишет, что вот, ну, хорошее имя выбрал. И даже вот мне отец друга, здесь потом мы уже подружились, познакомились, он меня увидел, мы там с ним, я к нему в гости приходил, выходили, говорит, это Эркин, говорит, что ли? А он такой важный человек, он возглавлял должность там у себя в поселке большую, говорит, а он уверен, что он с таким именем готов, типа, это самое, ходить? Он же должен соответствовать. Ну, то есть меня это так вот удивило. Даже такой Да, вопрос был. то есть, что ты взял имя, ты потянешь, хотя я не знал, что это так, вот оно пришло. А для меня это мотивация, наоборот, что вот взял, значит, потяну. В одном из своих интервью ты говоришь, приехал в Якутию как чистый лист и начал писать себя заново. Да? За это я в первую очередь благодарен земле Аланхо. Хотелось бы спросить, я посмотрела практически все твои интервью, да, и с роднёй вот эту встречу, да, и с друзьями, твои экспедиции, твои какие-то зарисовки, которые ты делаешь и здесь, да, в столице республики. Что же такого произошло в Санкт-Петербурге, в одном из красивейших городов, да, что ты решил отказаться, можно даже так назвать, да, от своей той прежней жизни и начать писать свою историю заново? Ну, я тогда помню, как сейчас, на самом деле, свои чувства. Так я работал в крупной компании риэлторской, да, там мы строительная компания, мы там по всему Питеру дома строили, новостройки, то есть я был специалистом, ну, достаточно опытным в этом плане.
неплохо зарабатывал, там квартира в ипотеку, там, машина, все эти блага цивилизации. Но в какой-то момент я понял, что это ни к чему не ведет. Нету цели никакой в жизни, кроме вот потребления этих благ, я бы так сказал. И вот тогда этого не осознавал. Вот почему я сильно поменялся, и сейчас это понял, каким я был тогда, каким был сейчас. То есть я считаю, что у нас вот вообще на всей планете формируется такое общество потребления. Да, раньше вот у нас, я считаю, что был как бы вектор на создание созидательного общества, где каждый человек — личность, каждый человек должен раскрыть свой потенциал внутренний. А сейчас формируется просто потреблять, 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 и людей вот этим загоняет. И тут не то, что люди плохие, формируется такое как бы информационное поле, вот процессы все, вот, это сейчас я осознаю, как на меня это влияло, в первую очередь на себе. Я, по сути, ну вот есть такой термин биоробот. Как бы это грубо ни звучало, но по сути это когда человек просто на инстинктах живет, на программках каких-то, которые там у него... Или навязанных установках. Вот, ну да, вот это установки есть. А установки навязаны обществом, которое тебя окружает в первую очередь. И ты этому не можешь сопротивляться, потому что ты в этом эгрегоре находишься просто крепко с самого детства. Это и твои друзья, это, к сожалению, и твои родственники в том числе, потому что они также в этом эгрегоре выросли, и все это вот так вот продолжает на это самое действовать. И в какой-то момент я понял, что ну, не моя эта жизнь, я живу не своей жизнью. Не может вот так вот все. Вот. Ну, тем более, да, красивый город, Санкт-Петербург, но работа риэлтором достаточно тяжелая. Ты работаешь ну, сутками, у тебя нет выходных практически, у тебя клиенты, которые все равно тебе могут ночью позвонить, там, им срочно там нужно что-то перепроверить. Они же покупают квартиру, это огромные деньги для людей. Вот, и ну, вот эта вся рутина затягивает, а хочется в жизни что-то созидательное делать, какую-то цель иметь. А у меня была мечта иметь мечту, вот как у многих сейчас. Я уверен, что там у 70% населения есть внутреннее чувство, что что-то должно быть по-другому в жизни, но они не могут себя найти. Вот как раз вот это мы утеряли, чтобы раскрыть внутренний потенциал людей. Вот я искренне считаю, что в каждом человеке есть какой-то скрытый потенциал, он его может раскрыть, просто ему нужно это позволить, помочь. И проживая в Петербурге, у тебя не было ни одной мечты? Да, туда-сюда я хватался за все подряд. Я там раз начал хотя бы ходить в походы, да, лес, природа, это мне стало все что-то живое давать. Я там стал байдарочником, там, двухнедельные походы по Карелии, там, на Кавказ, сплавы различные, то есть это уже спорт, это экстрим, там пороги проходишь, страшно, там прямо опасно для жизни было. То есть какие-то такие вещи, пытался что-то там, ну, изучать, читать, понять, там, ну, что-то делать такое, но все это было вот так вот хватание, как бы за это, соломинку утопающего, когда вот что-то, не понимал, чтобы сделать какое-то дело. Ну, то есть, Хвататься за маленькие радости. Да. А говорят же, чтобы отследить свой путь, нужно забраться на самую высокую гору. Значит, получается, Якутия для тебя — это та самая гора? Ну, в том числе, да. Да, если так вот. Я поднялся, ну, над собой в прошлом я поднялся, это точно благодаря Якутии. И это получилось, ну, от желания большого. Вот я хочу вот людям всегда сейчас говорю, что не сдавайтесь. То есть вот у меня ушло лет 5 вот прям активного желания что-то поменять. До этого у меня было просто хотение, но я это все замыливал вот этими. Я же жил так вот, выпивал много раньше в свое время по выходным, там, как вот сейчас любой, там многие так живут. 5 дней работаешь тяжело, в пятницу ты свято должен пойти там, в бар с друзьями посидеть, там, в субботу в клуб пойти. И вот такой вот каждые выходные тоже губил свое здоровье. Сейчас я стараюсь к этому тоже относиться более серьезно, то есть минимизирую вообще по максимуму. И, ну, я, конечно, жаловался всегда, что мне не нравится эта моя жизнь. Родители это знали. Папа у меня атомщик, он на атомной станции, это Сосновый Бор город, это вот, ну, Атомград. Мама инженер-строитель, да, она в крупной компании работает до сих пор, они работают, и папа, и мама. Я очень благодарен родителям, что они меня поддержали. Они видели, насколько мне тяжело в этом моем состоянии, что я себя не нахожу места, что мне... Как все произошло? То есть я через 5 лет только, я попытался уволиться 1 раз, меня удержали. На тебе отпуск месяц, едь, отдохни. Я поехал там в Карелию на сплав, там 2 недели плавали, уже отдохнул. Еще полмесяца. Вернулся в ресурсное состояние. Да, меня сразу раз, мне новую должность предложили, новые там это самое, и все по-другому, и обратно по этому кругу. Через полгода я понял, что зря это сделал, надо все-таки увольняться. Иначе я ничего не поменяю. Хотя, я говорю, что у меня была хорошая зарплата, это было еще там, 5 лет назад, ну, от 100 тысяч я зарабатывал, то есть, ну, выше среднего она была. Мне хватало на все, там, и ипотеку оплатить, там, и там, на машины какие-то там затраты, и туда-сюда. Но не это главное, я понял, в жизни. Ну, и, в принципе, я увольнялся, решив, что просто так я не могу ничего поменять. Я даже рекомендую людям, если ты не можешь придумать план, перечеркни все и строй заново то, что ты хочешь построить. И это рабочая схема для многих людей.
Кто-то, Когда ты понял это? что так надо сделать? Да. Ну, вот когда первый раз уволился. Потому что все равно же люди находятся в какой-то своей матрице и боятся выйти из этой Вот, матрицы. да. Вот про эту матрицу я всем и говорю, что не бойтесь. Вот сейчас я, имея свой пример, я понимаю, что это не сложно, не так страшно, как это казалось, когда я был внутри всего этого. Ты боишься, все люди, я понимаю, что очень-очень многие боятся вот выйти из этого состояния комфорта, да, который зона комфорта, это есть такой термин, да, психологический. Но если из него выйти, Или оказывается, привычный уклад жизни, ну даже да, некомфортное да, состояние. тебе все привычно, ты все, ты знаешь, все делаешь, и тебе как-то это самое. Но когда ты выходишь, у тебя наоборот начинается приключение. Вот что я осознал. Я решил, все перечеркну, а там разберемся. Вот так я решил, такой выход. Как только я перечеркнул, люди здесь, ну, я сотрудничал с ними по работе, у нас были там клиенты, которые из Якутии покупали в Питере, и я их там вел, допустим, как специалист там из Питера. Я работал управляющим по строительным проектам, то есть там вел там сделки, заключал. Они узнали, что я увольняюсь. Игорь, ты что, там уходишь, что ли, да? А не хочешь в Якутию? И вот я помню свои чувства, что я испугался своего решения «да». У меня тут же «да». И страх внутри. Я это очень отчетливо помню, что неужели я не смогу от этого отказаться? И мне стало страшно. Как я уеду? Квартиру сейчас надо все вывести, все вещи сдать. Мое вот гнездышко, в котором я прожил там несколько лет. Моя рада. И вот ипотеку я на нем накопил, там ипотеку выплачивал собственными руками, собственно, ее. А сейчас продал, и это отдельная история расскажу. То есть от друзей уехать, от родителей уехать так далеко, там никого не знаю, все это. А меня потом начали пугать еще, что там вот национализм в Якутии, это вот... Кстати, интересно, какие там установки, да, вот когда ты ехал в Якутию, что тебе больше всего говорили о Якутии? Ну, на самом деле, мне стали говорить люди, которые хотели Чем меня пугали? отговорить туда, чтобы я ехал. Чтобы все-таки я вернулся на работу, думали, что я все-таки в свой комфортный уклад смогу вернуться, и пугали, что там вот русских не любят, там все это такой национализм, да, там опасно по улицам ходить, там пьяный ходит, там избивает людей. Ну, это видео есть как бы в интернете, да. С пьяными нигде лучше не связываться, это, в принципе, и у нас там, ты пойдешь мимо дискотеки, если там будет какая-то там гулять какие-то пьяные мужики, ты можешь попасть там под это. То есть, но, тем не менее, вот это тоже такой отдельный момент, что меня настращали немножко. И я, хорошо, что я решил, что я сам разберусь, как оно здесь. Не буду никого слушать. Вот это мой первый шаг — перестать слушать других. Вот сейчас я это прям в этом укрепился, и теперь тоже всем рекомендую. Вот, я считаю, что только наша душа знает, что нам нужно. Вот я разделяю как бы, наш человека на несколько составляющих. Душа, разум — это то, что мы накопили нашим опытом жизненным с детства, да, это программки как раз вот это и есть. Это разум. И в основном разум нами управляет вот в современной жизни. То, что вот установки. Мы же реагируем автоматически на все вещи, потому что у нас такие установки. А душу вообще душу не слышим. Как говорят, слушай свое сердце. Это вот и есть наш внутренний мир, который мы перестали слушать. А он знает, что нужно действительно на самом деле. И вот первое, когда вот я услышал это тогда, было, что вот я лучше разберусь сам, я чувствую, что это то, что мне нужно. Ну вот ты приехал в Якутию, и когда ты понял, что я начинаю меняться, и действительно здесь что-то ждет меня необычное, другое, новая история. Ну, это уже сам факт переезда уже об этом говорил. Так как я был готов к любым переменам и чувствовал, что мне нужно что-то менять в жизни, и уже интуитивно понимал, что нужно внутри что-то менять, хотя не осознавал. У меня даже не было инструментов никаких, как это делается. То есть это все на уровне интуиции происходило. А по сути, вот мы говорили, что ты находишься в обществе эгрегоре, который на тебя очень давит, влияет. А я приехал сюда, у меня никого нет вообще вокруг меня. И я, по сути, стал формировать заново свое окружение здесь уже. То есть у меня были только коллеги сначала, друзьями мои стали, потом уже с туристами стал. Но тем не менее, я вот поначалу особенно сильно отстранился от всех. Я ушел в себя. И, ну, тем более я очень много сидел там, ну, с работы прибегал, и я весь вечер монтировал, у меня времени вообще не было свободного. Не социализировался сразу? Ну, в смысле... Ну, мне это было нужно. Не то, что я легко ездил куда-то на съемки, снимал, с людьми общался, все это, но я очень много находился сам с собой, мне до сих пор комфортно одному в том числе. И вот как раз, когда ты сам с собой, это ты начинаешь внутри меняться. Это как раз... И мне на самом деле повезло, что таким трамплином стал YouTube. То есть для меня это я когда приехал, вау,
неужели такое бывает вообще, когда вот мороз, туман, вот это все. Мне это настолько и люди новые, и никакого негатива Это я вообще не исключительно видел. твоя идея или это где-то там промелькнуло, допустим, там, с новыми друзьями из Якутии, которые почему? Ну, мне коллега помогла, на самом деле, мы с ней работали. Я до этого, у меня был канал на Ютубе, на который я там какие-то походы свои выкладывал. Ну, я что-то, немножко опыт был до Якутии. Ну, это было там 2-3 похода, я наснимал, просто вот так склеил, без каких-то вообще навыков. Выложил, там было что-то там 300 просмотров, 50 подписчиков, и вот этот канал висел там несколько лет у меня. Так чисто я к нему не относился. И когда в Якутию приехал, думаю, надо, может быть, это восстановить. А у меня потом с этого канала все удалилось. Я не знаю, почему, все видео ушли. И там было вот 50 подписчиков, суммарно 1000 просмотров на нескольких видео. Я так расстроился. А мне коллега говорит: Игорь, ну ты же хотел. Вот, кстати, она говорит, воспользуйся. Вроде бы, казалось, плохая ситуация произошла. То есть удалилось все с канала, который у меня там висит 5 лет уже, там, как я зарегистрировал профиль на Ютубе. Сделай новый канал. И там это самое, вот меня, вот спасибо Мариане, коллеге моей, она вот к этому подтолкнула. В офисе мы сидели, когда я пожаловался, что у меня все удалилось. Я точно создал канал, вот Эркин Питерский Якут, снял первое видео, экспромтом, я просто шел по Якутску. Друзья, я переехал в Якутск, вот делаю канал, у меня 0 подписчиков, 0 вообще ничего. Та-та-та, подписывайтесь, будет интересно. Замотивировал себя. Я тогда не скрывал, что я приехал работать. Я еще себя мотивировал, что я стремлюсь, я тогда еще, мне до сих пор смеются, типа, первым делом купить машину в пределах 1 000 000. И все там, какой-то мажорик приехал, типа. И восприняли так, что я YouTube ради денег создаю. Хотя я тогда даже не осознал, я же шел риэлтором работать, и все, что я заработаю, это то, что я продам квартиру, да, по сути, да. То есть не продам 0, продам хорошо, нормально денег заработаю. Это была мотивация лично себя, чтобы... А на тот момент у тебя деньги были, или это была мотивация заработать? Ну, в смысле, цель какая-то? Ну, цель, да. Я как раз тоже работала в продажах, да, поэтому прекрасно понимаю. Любой продажник должен быть замотивирован на что-то. Да? То есть если меня деньги как таковые не мотивируют, машина — это очень хорошая мотивация, внедорожник какой-нибудь, да, хорошая, чтобы объездить всю Якутию. То есть я понял, что тут нужна машина, это нужно пешком, не обходишь все. И так-то, конечно, мне обеспечили поначалу зарплату, там оклад, да, пока я там вольешься во все это. Но все в дальнейшем зависело только от меня. Нужна мотивация. И я эту мотивацию себе вот тоже в этом ролике сделал, что первым делом купить машину в пределах 1 000 000. И вот это вот ожидание, да, подписчиков и просмотров. Я даже не верил. Я снял, конечно же, но вот я к чему, что насколько мы не верим в себя. И так многие люди. Я вот раньше думал, что какой-то там человек, который ведет какую-то деятельность на Ютубе, хотя я сейчас не считаю себя популярным ютубером, потому что за 4 года у меня всего лишь 45 000 подписчиков. Люди за полгода миллион, ну там 300 000 набрать могут. Смотря какой контент выберут. У меня не самый популярный, я это понимаю. У меня там длинные 20-30 минут видео, там какие-то сюжетики. Сейчас немножко у меня свой зритель. Это не популярная вещь. Но я все равно вот в этом направлении работаю. Но, тем не менее, вот в тот момент представить, что у меня там будет больше 1000 подписчиков, меня будут зрители, будут на улице узнавать. То есть это оказалось каким-то другим человеком происходит. Вот есть суперлюди, которые чего-то в жизни добиваются, а есть Игорь, который там свои уже 35 лет, да, ничего в жизни уже там особого не достиг, и значит, все, уже и это куда там тебе. Живи спокойненько там, в каких-то там своих мечтах. Вот я так сейчас осознаю, что это чувство многих людей, что люди просто не верят в собственные возможности и в собственные силы. Они потому что этого никогда не пощупали, не потрогали, что такое может быть. И вот для меня вот этим щупанием стало, вот я выпустил видео, это вообще было что-то, и заснул. Рискнул. Рискнул, да, просто выкинул на YouTube, скинул друзьям, и все. А оказывается, вот эта фишка, я даже не специально это сделал. Вот у меня все и в дальнейшем до сих пор идет интуитивно. И что-то сделал, а потом оно как-то, оказывается, сработало так. Ух ты, я даже не планировал так. И вот это видео, я понимаю, что люди заинтересовались, особенно местные, да, парень из Питера, с такого города, все стремятся, наоборот, в Питер уже уехать, кто здесь много лет живет. А тут он зачем-то с Питера переехал сюда. Кто-то думал, что я там, долго думали, что я проект Министерства по туризму, что меня проплатили, чтобы я приехал и развивал туризм в Якутии. Мне даже было обидно за это, потому что я вот один, ни за деньги, ни за что, просто я пашу на работе, чтобы зарабатывать деньги, и на Ютубе у меня все по остаточному принципу. Я не отдыхаю в выходные, потому что я еду что-то снимать. Каждый вечер я даже фильмы не смотрел, потому что у меня нет на это времени. Я монтаж. А мне говорят, что ты проплаченный проект. Немножко, конечно, было за это обидно. А с другой стороны, это дает какую-то честь тоже, что оказывается, что значит какой-то проект, это значит, что что-то у меня получается. То есть можно и так по-другому посмотреть. И вот когда мне начали вот так вот подписчики, людям понравилось, что парень с Питера переехал, и многие говорят, что интересно, сколько ты продержишься здесь, в Якутии, посмотрим на тебя. А я еще не хотел лицо показывать даже, я же в маске ходил этой зимней.
в Балаклаве. Ну, думаю, зачем мне это, вот, на несколько месяцев я скрывался. Все ясно. Я Значит, даже- ты, получается, в свой страх, ну, пока полностью не открылся, Да, это был маск. я в маске все время все это снимал. Но не готов был открываться. Меня потом стали звать на интервью, но я на интервью не шел, потому что я не хотел раскрывать свою личность. Ну, почему-то у меня такое было. И когда у меня вот это раз 1000 подписчиков, 2000 подписчиков, просмотры пошли, там 10 тысяч, одно видео лежит, и там вот это просмотры. Конечно, это была мотивация. То есть мне повезло. Появляется Да. ответственность, мотивация. Естественно, у меня появляется зритель. Если бы я там создал канал, у меня вот там 50 подписчиков, через месяц 300 подписчиков. Если бы все так вот туговато шло, я бы, может быть, бросил через месяц. Я это понимаю, что это фортуна. Но, с другой стороны, удача, что такое удача, да, если ты вот, есть вообще поток, да, вот есть такой термин, да, когда ты в потоке, да. Я считаю, ресурсе, в потоке. в ресурсе, да, Вселенная нам помогает, если мы верим в эту помощь, если мы ей открыты, если мы думаем плохо. Ну вот действительно, я прочитала, и обычно это выходит из женских уст, да, вот я в ресурсе, я в потоке, и ты тоже вот в одном из интервью говоришь, что верьте в возможностям, они рядом, да, и я сам, когда столкнулся с этим, да, был удивлен, что оказывается это и есть, а это работает. Мгм. Да, и проблема в том, что люди пока сами не почувствуют, не поверят. Сколько ты им не объясняй, там, сколько они видео не пересмотрят, разуму сложно поверить, пока он не ощутит что-то на себе. Я до этого, конечно, какие-то книжки, что-то там читал. И, кстати, вот вы затронули этот момент, что вот я в ресурсе, люди высмеивают даже эти моменты. Вот я когда сейчас осознаю, насколько вот, мы вообще живем, не раскрыв свой ресурс, вообще свой потенциал, а в обществе это все высмеивается. И вот люди, которые, допустим, вот, слушают, там, типа, там, друзья некоторые, какой-то он странный стал, что-то там про энергии какие-то стал говорить, там, что вот это, а я-то это чувствую все на себе. Я знаю, что это работает, но кому-то объяснить, ладно, это, извините, я сказал, вы приняли информацию, не приняли, это ваши проблемы. Я понимаю, что моя жизнь стала гораздо качественной, когда я стал в это все верить, когда ты, во-первых, когда веришь, оно и к тебе и приходит. Конечно. Мы сформируем тот мир, в который мы верим. Хочешь себе прекрасный мир, там, в котором есть куча возможностей, такой у тебя будет. А если ты веришь, что мир только одна злоба вокруг, и ничего ты не можешь достичь, потому что все уже там, все ниши заняты, такой мир у тебя и будет. Ты сам его сформировал. Вот я в это верю. И также удача, волна удачи, да, то есть ты начинаешь верить, и когда одна ситуация, другая ситуация, ты начинаешь верить в удачу, дальше вот оно вот все вот и так и складывается. Но потом приходится тренировать другой момент. Негативные события тоже случаются. Есть такой термин «волна неудачи», когда там беда не приходит одна, вот эти поговорки. Почему? Потому что у нас случилось плохое событие, и мы впадаем в негатив. Мы начинаем это все крутить, как плохо, жаловаться себе и другим. И в этом негативном состоянии у нас Сами затягиваем притягивается вот это все. И вот есть очень хорошая, вот зрителям вашим порекомендую практику, неадекватная реакция на негативные события. Это очень классная вещь. Вот если хоть один человек услышит и применит в жизни, это вот, может быть вы. А может быть, вы уже давно это Хорошо. применяете, что на любое негативное событие внутри радоваться. Это сложно, но можно начинать с малых вещей. Там кружка упала, разбилась ваша любимая. О, здорово, у меня будет новая кружка. К счастью. Да, это самое. И вот по чуть-чуть и начинаешь повышать уровень. Потом уже случаются какие-то личностные неприятные ситуации. Знаешь, для чего-то это нужно. Вот это тоже часто говорят, это случилось, потому что для чего-то большего хорошего. И когда ты так начинаешь мыслить, ты потом осознаешь, что действительно это все привело сюда. И тут же вопрос в том, чтобы у нас внутри не было негатива. Ну, если люди... Но это же эмоциональный интеллект. Когда вот ты на одну и ту же ситуацию смотришь по-разному. Ну да. Частота, можно так сказать, позитивные частоты, когда вот... Я верю, что у нас, наш мозг, может быть, излучает какую-то энергию, которая, притягивает хорошее. Хорошо, отойдем от ресурсности и энергии, да, это прекрасно, конечно, Можно да, увлечься. и мотивирует очень, да, обязательно применю твою технику. У тебя 40 тысяч подписчиков сейчас. 45. 45. Ты не боишься все это потерять? Был момент, да, когда... естественно, любой человек боится. Но когда вот сейчас у нас, возможно, закрытие площадки, на которой я работаю, да, вот ходит же уже год этот слух, что ходит, я это принял нормально. Нет, так нет, значит, будем... По крайней мере, я в себе что-то изменил, то, что меня все равно будет двигать вперед, заставлять делать и то, и то. И стараюсь относиться так, что если что-то потеряю, значит, я где-то приобрету. Сейчас в продвижении очень много инструментов. Да? Нужно постоянно подогревать и делать все возможное, чтобы подписчики не уходили, потому как сейчас каждый борется за внимание,
что ты делаешь? Ты продумываешь какой-то контент-план, дальнейшие какие-то видео, тематику какую-то определяешь для себя? Вообще никак так не... Интуитивно? Все интуитивно. По настроению? Это даже вот поэтому у меня не так много подписчиков за 4 года. Я считаю, это мое упущение. Но почему-то у меня такое внутри чувство, как будто бы для меня это какая-то корысть, да, то есть я, получается, манипулирую своими зрителями, используя технологии Ютуба. Это мое вот такое вот к этому отношение. Я вот почему-то у меня такое, я не приемлю взаимоотношения между людьми корыстные. Мое, опять же, внутреннее, да? Почему корыстные? Люди ждут от тебя интересного контента. Нет, это как будто бы я жду в корыстных целях, чтобы сохранить подписчиков, чтобы их набрать, делаю какие-то специальные вещи. Это, ну, то есть, я не говорю, что это правильное отношение. Просто я с ним поначалу как-то пытался его переосмыслить, но я не могу с ним бороться. Мне в этом состоянии комфортно. А я сейчас делаю все, чтобы, живу по интуиции. Вот как я говорил, что надо свое сердце слушать, душу. И вот я решил проверить эту теорию, что правильно ли, допустим, использовать технологии, которые выработаны обществом, разумом все просчитывать, каждый свой шаг, чтобы чего-то добиться, либо просто слушать свое сердце и плыть по течению. Вот у меня такая теория. Для якутской аудитории работаешь или же все-таки масштаб шире? Не, конечно же, хочется шире. Якутская аудитория, да, мне льстит, конечно, что люди, очень много местных меня смотрят. Это даже большая часть моей аудитории, наверное, все-таки из местной, из Якутии. И мне нравится, когда люди говорят, что они моим взглядом заново для себя республику открывают. Потому что я не просто как блог пытаюсь вести, лишь бы там развлекать аудиторию. Развлечения, если бы я делал, я бы, мне кажется, быстрее бы развился в этом. Сейчас люди, к сожалению, больше развлекаться хотят. Но хочется нести какую-то идею своей деятельностью. Вот. Хорошо, вот как раз-таки про идею. Да? В какую миссию ты вкладываешь свои видео, идею, да, и какую информацию ты хочешь донести? Вот, наконец-то, поначалу я желал какую-то идею, но я не знал, какую. Я просто работал, моим вознаграждением была обратная связь от людей, которым было тепло от многих видео, которые я делал. Тепло на душе. В этом году, в 22-м, я открыл проект «Планета дружбы народов». Мне самое, что у меня тепло отзывалось внутри, это когда я общаюсь с представителями других народов. Когда это другая культура, это все-таки другой человек, у которого, он другой. То есть и это как будто ты открываешь мир вокруг себя через людей. И когда ты открываешь людей, и я сколько общаюсь, насколько в каждом человеке есть глубина такая. Я считаю, что вообще каждый человек — это вообще отдельная вселенная. Ведь вы же себя воспринимаете как вселенную, я себя как вселенную. Ребята, которые сидят, нам помогают. Каждый человек — личность для себя, как минимум, самого. То есть это же вселенная огромная. А представьте, сколько миллионы людей, да, миллиарды людей, и это миллиарды вселенных. То есть хочется своими видео раскрывать людей больше. Но это я еще не научился, потому что сейчас люди требуют коротко и сжато. К сожалению, я не такой популярный, чтобы меня смотрели двухчасовое видео, миллионы просмотров были. Есть такие блогеры, которые уже заработали репутацию. И вот сейчас, после того, как я сделаю фильм, у меня есть задача, чтобы просто раскрывать людей. Пример истории одного человека может стать примером для тысячи людей, которые в себе что-то похожее найдет. Я же тоже так смог бы. Это и наша миссия, миссия телевидения. Да, в том числе и ваша. Ты бы не хотелся научиться профессионально монтировать, да, режиссуре? Наверное, это было бы хорошо. Просто я вернусь к тому, что я сейчас по интуиции работаю. Пока так. А для меня это все сильные усилия. И это затрата энергии большая. Я должен, допустим, если хочу научиться делать монтаж, я должен все отбросить и сесть 2 месяца, заниматься обучаться монтажу. Но сейчас я это делаю, я сейчас делаю фильм. На самом деле, я когда стал вести блог, мне хотелось, не просто, я даже почему не люблю, что меня блогером называют. То есть, в какой-то степени блогер — это со всех сторон раскрывающий свою жизнь, где-то позерство какое-то, которое, естественно, и у меня это есть автоматически, да, что я то-то. Конечно, хочется чем-то похвалиться, каким-то, да, похвастаться, да. Это автоматически приходит любому человеку, который в медиасфере. Но стал делать фильмы, это меня понял, что я этого хотел. То есть мы сходили в экспедицию, когда я сделал первый фильм, учитывая, что я только-только начал всем этим заниматься, монтаж у меня на уровне склеить, обрезать, переходик, что-то потихоньку развиваешься, и на этих знаниях, на нулевых практически навыках сделать фильм полноценный, большой. А не смотрел вообще, на кого ты смотришь? Каких блогеров, да, или документалистов ты смотришь? Тоже меня ругают за это, я ни на кого не смотрю.
Это вот, опять же по интуиции, да. Если ты хочешь что-то выработать новое, чего нет еще, не создано, ты не должен копировать то, что есть у других. В ответ на это мне говорят, что зачем копировать? Ты можешь поучиться у людей. То есть ты можешь взять это и из этого сформировать что-то свое. Ну, то ли мне не хочется энергии туда вкладывать, вот нет у меня такого. Делаю так, как мне кажется. Вот всегда. И вот я решил эту позицию придерживаться, посмотрю, что из этого получится. Вот сейчас я делаю фильм, я не смотрел другие документальные фильмы много. Ну, естественно, что-то ты смотрел, что-то у тебя, может быть, осталось. Но я делаю его так, как хочу. Может быть, меня многие документалисты закритикуют за него, потом скажут, кто так делает. Я так делаю. Вот я захотел сделать так, и у меня, допустим, вот сейчас задача сделать так, чтобы зритель со мной пропутешествовал все наше, сколько вот, то есть там где-то 1,5-2 часа этот фильм получится у меня большой. Я обратил внимание, что часто документальные фильмы делают картинками, информацией, но не эмоционально. То есть ты смотришь, ты получил информацию, получил красивые картинки, да, эмоция, но ты не прочувствуешь то, что чувствовали люди, которые, допустим, вот в этом экспедиции Почему были. документалистики это и есть эмоции? Да? Просто каждый считывает по-своему. Ну, может быть. Это мое такое мнение. Я немного документальных фильмов, я сейчас говорю, что прям не пересматриваю, но... А что ты хочешь вложить в этот фильм, который ты собираешься сделать? Потому как ты так громко заявил, хочу показать в кинотеатре даже. Мгм. Ну, если так громко не заявишь, ты не будешь стараться, чтобы сделать что-то хорошее. Даже если у тебя не получится, то все равно ты же планку завысил себе большую. Даже если ты половину этого сделаешь, то уже результат. Правильно? Это как раз к вопросу, что люди боятся себе ставить большие эти цели. А желание сделать высокие. хорошо на отлично. Что, Ну, сделать хорошо на отлично. Не так, как получается, да, а сделать вообще уникальный продукт, который будет... Ну вот что-то такое хочу сделать, да. Ну вот и этот уникальный продукт делается так, как получается. Но меня и время поджимает. Я делаю один, сейчас я не могу ни с кем сотрудничать, и, в принципе, его уже ждут. К весне надо закончить, к марту бы. Работы очень много, и я сейчас делаю как могу. А сейчас начать это думать, собирать людей, там, режиссировать, что-то вот переделывать, мне кажется, это усложнило бы процесс. И был бы у меня год времени, например, да, делая как спокойненько. Сроки немножко сжаты получились. Представьте, создать фильм там за максимум полгода одному человеку, который и снял это все, потом монтаж, озвучка. Я вот озвучку сейчас делаю, я никогда не озвучивал ничего. Сейчас вот 2 дня назад попробовал, там какие-то чевакающие звуки, что-то это самое, думаю, блин, еще озвучка не получается, надо сейчас над дикцией работать отдельно. Ты уже сам, через YouTube. Через YouTube я посмотрел, там всякие упражнения, там, как вот мышцы подтянуть. Вот так и сделаю. Не знаю. Пусть этот фильм будет показателем того, что вот человек, который никогда не работал в кинематографе, без какой-то профессиональной помощи, захотел что-то сделать и вот сделал. Вот что у меня получится, пускай зритель посмотрит и оценит. Стоит ему браться за какое-то дело, которым он никогда не занимался, и ставить себе высокую планку? Или все-таки надо научиться, институт закончить, или там профессиональные какие-то курсы пройти, и только после этого браться за дело и профессионально его сделать? Вот же в чем вопрос. Ты хочешь это доказать? Показать, даже не то, что мне прям что-то доказать хочется. Мне хочется чем-то на своем примере показать другим людям, что возможно все. Может быть так. Вот основная тема, опять же, вот мы ее поднимали, раскрытие внутреннего потенциала человека. Как правило, люди боятся, потому что они не верят в себя, они не видят в себе этих навыков, которые нужны для этого. А чтобы их получить, им нужно там отучиться, многие ленивые люди, как я. Я сильно ленивый, на самом деле, признаюсь. Да? Моя лень тоже меня, может быть, и привела к тому, что я плыву по течению. Мне так проще. Да? Потому что мне лень там, сидеть, там, ты каждую минуту там, все это изучать. Хотя первые 2 года у меня так и было, потому что это требовалось вложение сил. Я прям вот так вот... это сложновато. А потом вот выбрал такой путь, потому что вот сейчас вот в медиасреде, вот, когда люди начинают смотреть мотивационные ролики, например, вот кому-то хочется мотивации, не хватает, хочется что-то достичь. Вот, не знаю, смотрели, не смотрели, ты должен добиваться того, что работай, еще таким голосом, там, показывают спортсмена, который там бегает, в 6 утра встает, там, до часу ночи, там, он все это самое, пахать, ты должен впахивать, только тогда ты добьешься чего-то в жизни. Люди смотрят так, не, я лучше так поживу. Меня устраивает, что я там в бары хожу по вечерам, и поэтому вот люди относятся к тому, что те, кто что-то добивается,
Ну, как правило, это на примерах спортсменов олимпийских. В спорте, да, без вот этого постоянной работы не добьешься. Но я хочу все-таки тоже изменить вот это отношение, что не обязательно впахивать, многие люди не хотят потратить свою жизнь, чтобы впахивать, чтобы какой-то цели там через несколько лет добиться. А я сейчас живу, наслаждаюсь жизнью здесь и сейчас. Это тоже важный момент, быть счастливым. Вот люди ждут счастья где-то в будущем. И оно всю жизнь как горизонт вот так вот отдаляется. И ты думаешь, вот там, где-то оно будет, где-то оно будет, где-то оно будет. А живешь вот в ожидании счастья, сейчас несчастливый. Вот там. А когда ты сейчас счастливый, когда ты понимаешь, все, я уже чувствую себя, я иду к своей цели, я работаю сегодня каждый день, работаю в удовольствие, я не перетруждаю так, что меня прям это самое... Эркин, но говорят же, счастье — это когда ты разделяешь это с кем-то. Ты пишешь, что не женат. Какого человека ты ждешь? Ну вот мне не сложилось. Не то, что я как бы это отвергаю. Ну ты так легко относишься ко всему, да? К Да. контенту легко, возможностям легко. Почему у тебя так легко не получается с кем-то познакомиться? Знакомиться у меня получается. Это такая тема, которую не хотел бы его как бы... У меня все нормально с девушками. Просто мне не получается заводить серьезные отношения. Почему? Ну, потому что у меня психологические тараканы, я бы сказал так, наверное. Ну, вот, Но ты из хорошей подходит такой семьи. ответ, да. Да? Ну, вот, Родители живут очень долго. Пример хороший. ну да, у меня, по сути, родители вот как вот Да. в 20 лет встретились. Или так ты вот всю жизнь. хочешь на всю жизнь одну единственную, Да, я не могу которая будет встретить с тобой никого. путешествовать. Мне вот, я пытался заводить отношения какие, и мне вот, ну, сразу с человеком становится как будто бы некомфортно. Но я, наверное, не встретил ту, с которой я готов был. Вот очень много вокруг прикольных девушек, хороших девушек. Мне нравится с ними общаться, да, но ничего серьезного не получается. Я уже как будто бы себя уже так и настроил, что ничего все равно не получится. Но при этом я, естественно, жду, когда же вот та самая, вот она появится. Вот просто я вот так вот ее увижу, и это вот моя душа, все, половинка моя. Люди же все-таки такое случается в жизни. Почему бы мне вот такого не ждать? Без вот этого желания, вот опять же, да, вот сильного Поиска, поиска. да, А без просто поиска. расслабились вот, к вопросу счастья, да, вот делись с другим, ну, вот так говорят. Мне, друзья-то у меня есть близкие, с которыми я всегда общаюсь, делюсь чем-то своим, да. Ну, счастье внутри нас. Я очень серьезно отношусь с большим уважением к семейным ценностям. Вот здесь в Якутии очень много семей, которые там по трое, по четверо детей. Да, здесь У меня семейные друзья многие ценности. семейные. Я это очень уважаю, очень ценю и хочу, чтобы в обществе это популяризировалось. Но сам не могу быть таким примером, вот, потому что мне надо к психологу сходить и это проработать. Если бы у меня был бы сформирован хотя бы образ той, которую я хочу, а может быть, она бы давно уже пришло. Ну, то есть я бы встретил его в жизни. У меня даже образа нету. Туманное что-то там где-то. У тебя, по-моему, это будет следующим этапом, потому как у тебя вся жизнь строится на этапах. Якутия изменила тебя, да? Ты начал находить в простом смысл, обрел здесь уверенность, да, прямо со своим именем. Да, вот это есть. А следующий этап у тебя будет как раз-таки построение семейных отношений. Да, Я не где ты- отвергаю. да. Просто сейчас я заново строю свою жизнь. То есть вот поздновато, да, уже там. Если бы я открыл в себе какие-то там в 20 лет, да, и к 30 уже. Многие люди сейчас 20-30 лет, ребята, уже столько достигли всего. Ну, по крайней мере, там у кого-то свой бизнес, они там деньги зарабатывают. А я даже сейчас деньги зарабатывать не научился, кроме как работать на работе, зарабатывать зарплату. Это же неправильно. И, по сути, я с нуля начал все строить, и мне сначала надо построить. И пока я не вижу спутника в жизни, который мне бы, как бы, грубо говоря, не мешал бы в этом, да, то есть как... Хотя, может быть, наоборот, это было бы мне вот умножением всего, что я делаю. Но пока я не встретил такого человека просто. Ты бы не хотел бы масштабировать свой проект, масштабировать, выйти за рамки республики? Конечно, да. Вот это как раз вот проект «Дружба народов» я создал. Почему? Потому что я вот его создал, и первый этап этого проекта был автопробег «Дружбы народов». С Питера до Якутска я на машине ехал. Я проехал по регионам России, по разным многонациональным, снимал там сюжеты и собирал поздравления народу Якутии с ССХом, со столетием Якутской ССР. И вот когда сюда приехал, Дом дружбы народов у нас есть, Кулаковского, с ними подружился. И там есть молодежная ассамблея народов Якутии, там очень много ребят разных национальностей. Меня вот пригласили в эту ассамблею. И сейчас мы дружим. Вообще там мне очень нравится, насколько молодые ребята, школьники, студенты вовлечены в эту тему дружбы народов в том числе, насколько они активны и деятельны. И я так понял, что вот эта активность, 22 год какой-то стал годом общественной активности. Вот это я заметил. У них очень-очень, не только вот у них в разных этих моментах,
И все, мы уже, да, мы уже как бы вот, уже есть сообщество, я не один в этом. Но я считаю, что народы России более-менее крепкие. Эркин, спасибо тебе за очень интересную, эмоциональную беседу. Очень хотелось бы, чтобы возможности и дальше открывались перед тобой, чтобы ты встречал интересных людей, которые тебя вдохновляют. Да, и в свою очередь, конечно, ты продолжал вдохновлять, мотивировать и сеять вот это добро, да, которым наполнена твоя душа, сердце. Да. Удачи Спасибо. в твоих новых проектах. Благодарю. Мгм.